Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю расклад на 16-22 сентября 2019 года для скорпионов. Рассмотрим сферы отношений, работы и финансов. Первая карта Таро верхняя покажет шансы в каждой из сфер, а нижняя карта Таро подскажет, как действовать максимально успешно, чтобы решать все вопросы. И из цыганской колоды достану карту для того, чтобы лучше понять ситуацию, лучше понять, какие события происходят. Итак, первая карта, карта шанс в отношениях, выпадает король жезлов, королева жезлов. Если говорить о тех скорпионах, которые находятся в отношениях или которые в браке находятся, то неделя для них, конечно, очень яркая. Эти партнеры, скорее всего, самодостаточные. Они очень темпераментные, любят душевную беседу, понимают друг друга. Вот любовь у вас такая осознанная, зрелая. Скорее всего, даже вы мотивируете друг друга на какие-то великие дела. Ну и вообще, конечно, по этой карте партнеры очень такие яркие личности, дружба их верная, они очень честны в отношениях. Но что может быть как негатив, что вы можете чувствовать, что партнер как будто бы вам принадлежит. Вот здесь, конечно, нужно быть очень осторожным, да, то есть вот это собственническое чувство нужно придерживать. А вообще так у вас, скорее всего, на этой неделе будет равенство в отношениях, потому что вы выбираете партнеров только таких, которые вам равны, да, которые очень достойны. Пятерка пентаклей говорит о том, что вам может мешать беспокойство. Беспокойство какое-то в отношениях, скорее всего, связанное с деньгами. Может быть, у вас в отношениях отсутствует творчество, может быть, они как-то застоялись. Может быть, вдруг ушло желание перемен. Может быть, вы уже как-то привыкли друг к другу, да, и уже не хотите меняться. И вот пятерка пентаклей говорит о том, что если вас что-то беспокоит, не терпите, не привыкайте, меняйте это сразу же. Вот желательно, чтобы у вас было общее такое стремление бороться с трудностями. Вообще эта карта говорит, что вам стоит, возможно, узаконить отношения. Может быть, для тех пар, которые еще это не сделали, да, это подсказка. Скорее всего, эта карта еще говорит о том, чтобы вы выполняли обязательства, которые на себя берете. Может быть, как-то приличия какие-то соблюдали. Ну, может быть, вот тот же самый брак, да, для того, чтобы в глазах людей ваша семья была полноценной, законной. И вообще вам нужно как-то не позволять друг другу, вернее, не позволять уставать друг от друга. Еще эта карта рекомендует заниматься каждому своим делом, развивать свои какие-то практические навыки, профессиональные навыки. И еще предупреждение: не злоупотреблять ресурсами друг друга, деньгами, сексуальной энергией, эмоциями. Вот может быть еще и такое, да, в отношениях на этой неделе. В общем, избегайте разобщения. Желательно поставить какие-то общие цели для вас, единые. Давайте посмотрим, что вам подскажет цыганская колода. Вытащим одну карту для того, чтобы было понятнее, что происходит, что будет происходить на этой неделе у скорпионов, которые в отношениях находятся. И выпадает семерка пиковая.
Эта карта говорит о том, что, возможно, на этой неделе беременность. Вот если вы хотите иметь детей, то тогда это вот благоприятное для вас известие, да. Если не хотите, то значит вы предупреждены, то есть будьте осторожны. Вот кроме того, эта карта может показывать и на какие-то ссоры, слезы. Вот постарайтесь не допустить, то есть может быть такая ситуация, да, когда вы можете расстроить вот так очень партнера. Постарайтесь этого избежать. А если говорить о скорпионах, которые находятся в поиске своего партнера, в поиске пары, то тогда тоже неделя очень хорошая. Можно встретить действительно человека на всю жизнь. Человека, для которого семья не пустой звук, который открыт, который самодостаточен. Очень хорошие возможности. Вот единственное только по пятерке пентаклей, может быть, вам еще и рано такого партнера. Может быть, вы еще не привели в порядок себя, то есть свою личность. Может быть, ощущаете какую-то собственную ненужность, отверженность. Может быть, чувствуете себя беззащитными, неуверенными в себе. Так вот, если даже вам и положено по судьбе встретить на этой неделе вашего партнера, вашу идеальную пару, то если вы не дотягиваете до него, то значит тогда и встреча не произойдет. То есть карта говорит о том, что вам нужно заняться собой, вам нужно работать своими качествами, вам нужно стать уверенным в себе, уверенным, вам нужно стать самодостаточным, счастливым даже в одиночестве. И тогда точно такой же партнер к вам может притянуться. То есть он уже у вас где-то в поле вашей досягаемости. И судьба только ждет, когда вы выправите себя, выправите свою личность. Станете счастливыми и самодостаточными сами по себе, без отношений. Потому что иначе вы будете цепляться за такого партнера, да, а партнер этого не потерпит, он тоже самодостаточный. Он не терпит посягательства на свою свободу и вмешательства в свои личные дела какие-то важные, да. Поэтому вот примите на заметку. Давайте посмотрим, что говорят цыганские карты для тех скорпионов, которые находятся в поиске партнера. Что они скажут? И выпадает семерка червовая. Эта карта говорит о том, что может быть встреча с родственной душой, с человеком, с которым, возможно, семья. Вот очень теплые такие отношения, полные любви, полные взаимопонимания, взаимодоверия, да, очень хорошие отношения. Но смотрите, все дело в вас сейчас. Вот как можно скорее восстанавливайте свою целостность, самодостаточность, становитесь яркими, будьте открыты новому, да, такие вот понимающие партнеры. Вы, в общем, должны стать зрелой личностью, и тогда вот у вас человек этот прям ждет, он уже рядом с вами находится, и только из-за того, что вы еще что-то не доработали, из-за этого вам не получается с ним соединиться. То есть судьба вас не сводит, потому что вы энергетически с ним пока что не подходите разные, но он вас как бы ждет, дожидается. Вот очень интересная такая вот позиция карт на этой неделе. Посмотрим теперь на сферу работы. И в этой сфере выпадает восьмерка пентаклей. Для тех, кто уже имеет работу или занимается своим делом, карта рекомендует быть осторожным в своих действиях, да, старательным очень, стараться делать все качественно, мастерски. Может быть, потребуется на этой неделе и учиться параллельно, то есть работать и учиться. Возможно, развивать какие-то новые навыки, возможен новый проект какой-то вы начнете, который еще никогда раньше не делали, что-то новое для вас, и будете по пути учиться. Но вообще на этой неделе могут быть хорошие результаты, выгодные заказы могут быть.
Вот только контролируйте качество. Может быть, вы на этой неделе что-то сделаете очень хорошо, и от этого пойдет ваша хорошая репутация. Возможно, повышение в карьере. В общем, будьте внимательны к деталям, это важно на этой неделе. А что еще предлагают карты как решение, наилучшее решение, да, вот ситуации на этой неделе? Может быть неожиданный ценный шанс. Обязательно обращайте внимание на то, что вам предлагают на этой неделе. Очень есть хорошая возможность для вас в деятельности. Будет стабильный доход благодаря вот этому делу, да, которое может как бы постучаться к вам, да, на этой неделе. И эта карта тоже говорит о том, что нужно оттачивать свои навыки, нужно не желать впечатлений каких-то особых, не желать славы. Нужно действовать, работать как можно больше, как можно лучше, действовать по инструкции. И вот тогда у вас хорошие перспективы. Давайте посмотрим, что скажет цыганская колода. Колода для тех, кто работает. Выпадает шестерка пиковая. Она говорит о том, что может предоставиться командировка по обучению. Может быть, будут заключены какие-то новые договоры. И как совет, не стоит бояться нового. Для вас никаких угроз нет. Вот надейтесь на лучшее, все будет хорошо. Соглашайтесь на командировку, соглашайтесь на обучение, на новые какие-то проекты. Это все вам на благо. А теперь, что ждет скорпионов, которые ищут работу? Для них тоже очень хорошая неделя. Тоже есть возможность получить работу, но, может быть, эта деятельность будет немного превышать ваш опыт. То есть, возможно, вам придется учиться по пути. Соглашайтесь, очень хорошая возможность для вас. Можно еще по этой карте самим начать свое дело, но, скорее всего, это работа руками. То есть, скорее всего, это какое-то такое творчество, да, связанное с работой руками. И оно тоже принесет вам успех. Давайте посмотрим, что говорят цыганские карты для тех, кто ищет работу на этой неделе. Посмотрим. И выпадает туз червовый. Это говорит, вот, кстати, работа на дому может быть. Может быть, любимое дело вы станете совмещать с работой по найму. Может быть, к вам придет помощь родственников. Может быть, они помогут в поиске работы, да? В общем, начало поиска на этой неделе очень благоприятное. Плюс еще подумайте о том, что бы вы могли делать дома. Может быть, как свое такое хобби начать, а потом это перерастет со временем в очень прибыльное дело, которое будет вам доставлять лишь сплошное удовольствие. И, конечно же, и деньги со временем. Посмотрим теперь сферу финансов для скорпионов. Там выпадает туз мечей. Тоже отличные перспективы. Может быть, вы закончите какое-то большое дело. Или, может быть, вам придется на этой неделе принять какое-то очень важное решение по поводу финансов. В общем, шанс у вас очень хороший на этой неделе в пользу ваших финансов. Если будет какая-то возможность неожиданная, рискуйте. Скорее всего, ваше качество жизни будет улучшаться, начиная с этой недели. Вообще, это карта процветания, то есть это очень хороший знак. И звезда идет как совет, да, как поступать. Вам нужно взглянуть на свои финансы с какой-то новой стороны. Нужно, видимо, построить новые планы.
Может быть, зарабатывать так, как вы никогда этого не делали. Вообще здесь идет исполнение желаний. То есть, может быть, вы давно думали, как каким-то образом зарабатывать деньги, но не решались еще этот способ использовать. Да? Попробуйте на этой неделе. Кроме того, вложенные средства тоже как прибыль вам вернутся. Ваши усилия, которые вы вкладывали в деятельность, они теперь тоже могут окупиться и вернуться к вам деньгами. В общем, финансовая ситуация ваша улучшается. Давайте посмотрим, что говорят цыганские карты. Цыганские карты по поводу финансов для скорпионов. Они говорят, что чтобы вы не совершали непродуманных действий. Карта говорит, чтобы вы были правдивыми, чтобы вы были открытыми с партнерами. И, знаете, не вредите себе большими тратами. Потому что может быть что-то незапланированное такое, да, вы подумайте 10 раз, прежде чем тратить. Можно ли обойтись без того, что вдруг вам захочется приобрести на этой неделе, или, может быть, вам покажется, что нужда в этом. В общем, многое зависит от ваших планов на будущее. Стоит этим заняться, стоит заняться планами на будущее. Теперь посмотрим на расклад. У нас много энергии Земли, у нас есть энергия воздуха и опять же мало действий. Нужно стараться для себя, нужно больше проявлять активности и в плане здоровья, и в плане деятельности, и в плане отношений тоже. Нужно именно на деле доказывать своему партнеру свою преданность, да, свое дружеское расположение. Дорогие скорпионы, пусть самое лучшее из расклада сбудется. Желаю вам счастья, желаю удачи. С вами была Ольга Быстрова. До новых встреч!